Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Каким образом надо следовать Корану? Следовать Корану, то есть исламу, можно только следуя правовым решениям муджтахидов, одного из 4 мазхабов. Без этого невозможно. Следовать же тем собственным толкованием аятов Корана или читая тафсиры невозможно, потому что ихние толкования, то есть толкование аятов Корана, раскрыл только пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, нужно следовать ему. В Коране так и говорится. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Куль ин кунтум тухиббуна Аллах фаттабиуни. Скажи, о Мухаммад, о мой любимый, говорит Аллах субхану ва тааля, скажи своей общине, если они хотят, чтобы Аллах полюбил твою умму, скажи, следуйте за мной. Только этим путем вы сможете достичь правильного пути. Также Аллах субхану ва тааля говорит, что фаамину биллахи ва расулихи умми, то есть уверуйте в пророка, уверуйте в Аллаха, в пророка, которому Аллах субхану ва тааля ниспослал знание. Быть может, вы встанете на прямой путь и не собьетесь с прямого пути. То же самое Аллах субхану ва тааля говорит, что «Фаман юти'ир расуль факад ата Аллах», то есть кто подчинился пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, кто следует ему, тот непосредственно следует Аллаху, без сомнения. Имам Раббани в своей книге «Мактубат» пишет, что Всевышний Аллах сообщает в Коране, что следовать его посланнику – это значит и есть следовать Аллаху. Стало быть, нет других вариантов без следования посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Они неразрывно связаны друг с другом. Если ты последуешь за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, ты, значит, следуешь указаниям Аллаха. И если ты следуешь указаниям Аллаха, то ты должен, значит, следовать пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Это истина. И Аллах субхану ва тааля неоднократно об этом утверждает, что это несомненно так. Всем необходимо запомнить, что эти два понятия неразрывно связаны друг с другом. В суре Ниса Аллах субхану ва тааля говорит: поистине, кто не верует в Аллаха и его посланника и желает отделить Аллаха от его посланников, говорят: мы веруем в одних, но не веруем в других. И хотят найти между ними путь. Они неверующие поистине, то есть истинно неверующие. Они не признающие Аллаха. Тот, который говорит, что я верю в Аллаха, то есть принимаю то, что написано в Коране, но не принимаю то, что Он ниспослал своим посланникам. То есть те хадисы или высказывания предыдущих посланников, или есть такие течения, группы и отдельные личности, которые говорят, что хадисы придумал сам Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и мы не следуем ему, мы следуем только Корану. Аллах субхану ва тааля предупреждает таких людей: вы, если пойдете этим путем, принимая Коран, но отрицая хадисы, Он говорит, что вы истинно неверующие. И уготовили мы неверным, говорит Аллах, унизительное наказание. О значении хадисов. Теперь, когда мы выяснили, что следовать пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, является обязательным предписанием, фарз, становится ясным необходимость следовать его высказываниям, хадисам и его образу жизни, его ахляху. Весь комплекс информации об образе жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и его высказывания
называется сунна, являющаяся весьма желательными предписаниями для всех мусульман. Если бы не было сунны, то мы не имели бы сведений о количестве рукнов и способов выполнения молитвы, не знали бы, кому и с какого момента и с какого богатства, с каких доходов выплачивать закят, не смогли бы найти путь, как совершить хадж, не имели бы сведений о посте, о хадже и других религиозных предписаниях. То есть никто не смог бы извлечь такие подобные знания, читая Коран. То есть в Коране Аллах Субхану ва Тааля указывает, а подробно объясняет об этих указаниях только высказывание или образ жизни, то есть сунна пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Отсюда следует, что для понимания Корана необходимо обращение к хадисам, раскрывающим смысл священного Корана. Как пользоваться хадисами? Теперь давайте рассмотрим, как это должно происходить. Зададим себе вопрос: каждый ли человек может обращаться к хадисам? Вопрос можно поставить и по-другому. Все ли мусульмане способны понимать смысл хадисов? Можно спросить и так: нет ли скрытых знаний в хадисах? Да, безусловно, есть хадисы, смысл которых ясен. Но большинство хадисов требуют комментарии их знатоками этой науки, факихами. Знатоки хадисов, мухаддисы, могут дать вам информацию лишь о том, кто, где и когда услышал то или иное высказывание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и кто были последующими передатчиками этого хадиса. Истинный смысл хадиса определяет только ученый, факих. Настоящий факих является муджтахидом, то есть совершающий иджтихад. Таковы основатели мазхабов, эпонимы сохранившихся до нашего времени 4 богословско-правовых школ, приверженцев сунны, и их самые способные ученики. Только такие ученые, способные дать заключение по правовым решениям какого-либо вопроса путем обращения к 4 источникам. Это 1 Коран, 2 Сунна, 3 Иджма аль-Уммати, то есть Иджма сахабов, и 4 Кияс аль-Фукаха. Иджма – это согласованное мнение ученых 3 поколений, а Кияс – это исследование путем сопоставления аналогии муджтахидов. Кияс только бывает у муджтахидов, то есть простые мусульмане не могут совершать рассуждения по аналогии. Науки хадисоведения называется ильм аль-хадис, и религиозного права называется ильм аль-фикх. Они весьма сложны и являются 2 из 8 основных религиозных наук ислама. Итак, для того, чтобы понимать смысл непростых сообщений, которые обычный человек может истолковать по-разному, необходима помощь ученых. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, по этому поводу высказался довольно определенно. Это передается в хадис ад-Дайлями.
следуйте пути ученых, говорит он. Да и в благородном Коране то же самое Аллах Субхану ва Тааля также довольно ясно определяет. «Фас'алу ахля зикр ин кунтум ла та'лямун». Спросите же людей напоминания, то есть ученых, ахля зикр, те, которые способны принимать какие-то решения, больших ученых спрашиваете, если вы сами не знаете. И далее сказано, и что даровал вам посланник, то берите, а то, что он вам запретил, от того и удержитесь. Аллах Субхану ва Тааля ясно подчеркивает, что нужно следовать ученым. А даровал нам посланник, саллаллаху алейхи вассалям, многочисленные хадисы, в которых настойчиво призывает следовать за учеными, рахматуллахи алейхим аджмаин, а не толковать аяты, исходя из собственного мнения, по собственному разумению. Вспомним еще раз толкование аята «Ва'тасиму бихаблиллахи джамиан», толкование этого, которое приводится в Даруль Мухтар, книги Ахмада Тахтави, где я говорил, что предписание Всевышнего Аллаха Джалля Джалялюху в Коране «Ва'тасиму бихаблиллахи джамиан», держитесь за верфь Аллаха вместе, все вместе с джамаатом, является указанием каждому мусульманину следовать за учеными по фикху, выполняя все их религиозные правовые решения. Обычным мусульманам, незнакомым со способами лечения собственных болезней, а тем более болезней души, невозможно выбрать и использовать то или иное лекарство из огромного количества хадисов, а хадисы как лекарство, то есть это высказывание пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, невозможно выбрать из этого огромного числа хадисов именно те, которые необходимы ему в данный момент. Ученые, муджтахиды, являющиеся в то же время лучшими врачевателями душ и сердец, выбрали из этого океана хадисов и поместили в свои книги именно те из них, которые могут помочь при решении определенных проблем каждого мусульманина. Если продолжить сравнение с медициной, то пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это великий врачеватель, приготовивший для всеобщего использования сотни тысяч лекарств. А ученые-правоведы, занимающиеся положением домашнего врача, пользуются этими готовыми снадобьями для лечения наших конкретных болезней. Представьте себе ситуацию, когда вы заболели какой-нибудь серьезной болезнью. Вы что, идете в аптеку, когда вы заболели? И, глядя на огромное количество лекарств, гадаете, каким бы из этих лекарств сейчас вылечиться? Или же вы, может быть, решитесь пойти к какому-нибудь врачу, чтобы он вам сделал диагноз? Или же пойдете к каким-нибудь гадалкам и шарлатанам? Никогда этого делать не станете. Да и любой человек не станет этого делать, если не лишен элементарной рассудительности. Он не пойдет в аптеку и не будет гадать, каким же из этих многочисленных лекарств лечить свои болезни. И не пойдет к шарлатанам или гадалкам,
которые вам предложит Бог весь что. Он просто обратится к врачу, к ученому, для того, чтобы узнать, какое из этих лекарств подойдет ему. То же самое и с хадисами. Если мы пойдем и, глядя на эти хадисы, будем выбирать среди них, какой же хадис нам подойдет, то мы заблудимся, потому что у нас нет достаточно нужных знаний для того, чтобы разобраться, какой хадис подходит к тому или иному виду поклонения. Мы всегда обратимся, так же, как и в миру, например, обращаемся во время наших болезней к квалифицированному врачу, тоже мы обращаемся к квалифицированному ученому, прежде всего ученым-муджтахидам и их ученикам, то есть ученым одного из 4 мазхабов, одного из 4 богословско-правовых школ. Похожая ситуация может возникнуть, а порой очень часто это возникает в получении религиозных знаний. Мы не знаем истоков своих духовных болезней и не разбираемся в составе лекарств, необходимых для их лечения. Если мы в таком положении начнем выбирать для себя лекарства из сотни тысяч хадисов, то вместо лечения своих болезней мы, скорее всего, их умножим. Поэтому и возникает необходимость следования ученым и указаниям ученых. И не просто так читать книги так называемых, в кавычках, ученых, которые наплодилось в последнее время великое множество в соответствии с хадисом пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям о 73 течениях. Нельзя забывать, что все эти направления имеют своих профессоров и свои университеты, и свое понимание толкования Корана. Учеными, приверженцами сунны могут называться лишь те, которые следуют сунне пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям в рамках 4 богословско-правовых школ, мазхабов. Это группа Ахлю-Сунна валь-Джамаат. Мазхабы эти сохранились и под именем своих основателей и называются мазхаб Ханафи, мазхаб Малики, мазхаб Шафири, мазхаб Ханбали, ридвануллахи алейхим аджмаин. При передаче знаний на протяжении веков они опирались на 4 источника. Они и сами следовали этим своим 4 направлениям, то есть они одновременно это создавали, они изучали, они следовали тому, что изучали, они практиковали эти свои знания, которые они получали из этих 4 источников, и оставили нам наследство для того, чтобы мы не сбились с пути. Это и есть согласованное мнение ученых ислама. Не следовать согласованному мнению ученых ислама значит сойти с пути истины, заблудиться. Об этом же указано в хадисах. Ученые моей общины никогда не объединятся в заблуждении, передается от Ибн Маджа. 2 лучше, чем 1. То есть 2 человека лучше, чем 1. А 3 лучше, чем 2. Поэтому будьте всегда с джамаатом. Кто отделится от джамаата, он свалится в ад, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, от Ибн Асакир. Отделившийся от джамаата упадет лицом в ад, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, от Табарани. В книге Барика имам Аль-Хадими, рахматуллахи алейхи, пишет, что нельзя передавать какой-либо хадис,
не зная его достоверности. Даже если хадис был действительно достоверным, то все равно произносить его без уверенности в его достоверности является грехом. Сказано в хадисе: тот, кто выдает неизвестные словосочетания за хадис, то получит наказание ада. Непозволительно мусульманам, не ученым, совершать действия по хадису, истолковывая его по собственному разумению. Итак, истинное значение аятов Корана понимал лишь пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. И своими высказываниями раскрыл их истинный смысл. Истинный смысл высказываний хадиса пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, понимали лишь его сподвижники, ридвануллахи алейхим аджмаин, передавшие эти знания со своими комментариями ученым муджтахидам следующих поколений. Знания, переданные по цепи надежных передатчиков, сохранились до нашего времени в 4 упомянутых богословско-религиозных правовых школах, 4 мазхабах. Все члены Ахль-Сунна валь-Джамаат, приверженцев сунны и джамаата, следуют и будут следовать, иншаллах, этим знаниям вплоть до судного дня. Таким образом, невозможно изучить религию по аятам и хадисам, следуя собственному толкованию, истолковывая их смысл на свой лад, исходя из своего нафса, из своего разумения. Каждый мусульманин обязан получать знания из книг ученых, подготовленных для всеобщего пользования учеными, приверженцами сунны. Ахль-Сунна валь-Джамаат.